Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Сразу 10 самолетов авиакомпании «Якутия» задерживаются в аэропорту столицы республики по метеоусловиям. В Якутии перевыполнен план по заготовке молока. Сколько тонн удалось заготовить? Муниципальная программа обеспечения молодых специалистов жильем в Нюрбинском районе успешно реализуется. Сдали 4 квартиры для учителей. Сразу 10 самолетов авиакомпании «Якутия» задерживаются в аэропорту столицы республики по метеоусловиям. Задержаны рейсы в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Красноярск, Среднеколымск, Певек, Тикси, Батагай, Оленек, Полярный, Москву, Сочи и Чукурдах, говорится в сообщении. В районе аэропорта сегодня утром температура воздуха составляла минус 48 градусов. Наблюдается морозный туман. Видимость 400 метров. На взлетно-посадочной полосе 600-750 метров. Аэропорт работает по фактической погоде. Тем временем движение автомашин разрешили по нескольким ледовым переправам и автозимникам, расположенным в Алекминском районе республики. Это переправы по маршрутам 2-й Нерюктяинск, Кылах, Дапарай, Алекминск, ЛЗУ, Троицк по направлению Дапарай-Токко через реку Чара. Установили ограничение тоннажа до 5 тонн. Также открылись автозимники Дапарай, Токко, Бескёль, Тяня, Кетчи, Олом, Кильер, Атах, Юрях, Тысы, Кыс, Токко, Бескёль. Балтзавод в Санкт-Петербурге продолжает строительство атомных ледоколов «Якутия», «Урал» и «Чукотка». Эти атомные ледоколы на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173 метра, ширина 34 метра, водоизмещение 33,5 тысячи тонн. Ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Правительство России в следующем году рассчитывает обеспечить необходимый уровень производства по базовым направлениям доктрины продовольственной безопасности, в первую очередь по молочной и овощной продукции. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что помимо импортозамещения в сельском хозяйстве власти решают вопросы в отношении технического перевооружения и модернизации агропромышленного комплекса. Например, необходимые средства выделены в том числе на лизинг сельхозтехники. Эффект от таких мер, по словам вице-премьера, ожидается уже в следующем году. Между тем, в Якутии перевыполнен план по заготовке молока. Так, в этом году было запланировано заготовить 57 250 тонн. С помощью федеральных субвенций дополнительно выделено 600 тонн квоты. Также за счет заготовки частных хозяйств в общей сложности удалось заготовить свыше 59 тысяч тонн молока. Сейчас основное внимание уделяют качеству продукции. Так, с июня внедряют требования цифровой маркировки. То есть на каждой упаковке продукции должна быть спецмарка «Честный знак». На сегодняшний день такое требование внедрил 41 производитель молочной продукции. Год с учетом увеличения бюджетных средств мы выходим в план на 62 тысячи тонн. То есть это 3 миллиарда 100 миллионов рублей в целом. И это на 4750 тонн выше, чем в предыдущем году. То есть средства будут выделены порядка на 230 миллионов рублей больше. Повышаются требования по качеству производимой продукции. И на сегодняшний день стоит серьезная задача по модернизации объектов, оборудований в муниципальных районах в целом по заготовителям. Далее к эпидобстановке. 95 человек заразились ковидом в Якутии за минувшие сутки, из них в Якутске 27. В Сунтарском районе 12 случаев заболевания, в Нерюнгринском 8, в Оленекском и Хангаласском по 6, в Алданском, Ленском, Среднеколымском районах по 5 случаев заражения. Еще в 10 районах заболели от 1 до 4 человек. В Тампонской районной больнице готовятся к открытию долгожданного кабинета компьютерной томографии. Аппарат закуплен Минздравом республики, а помощь в реконструкции и специализированном ремонте помещений оказала компания «Полиметалл». Подробности у Марии Винокуровой. На средства компании «Полиметалл» в размере 5,5 миллионов рублей отремонтированы в соответствии со стандартами все помещения компьютерной томографии, включающие в себя несколько кабинетов как для самого аппарата, так и для врачей.
В начале декабря сделаны радиологические замеры кабинетов, которые соответствуют нормативам. А в ноябре в ходе пусконаладочных работ инженером-аппликатором из Москвы проведены пробные снимки. Были проведены несколько снимков, более 10 снимков, провели на пациентах различных отделов органов грудной клетки, головного мозга, органов брюшной полости, суставов, в том числе коленных. Аппарат очень себя хорошо показал, многоинформативный аппарат. Сегодня в Тамбовской больнице диагностика проводится на обычных рентген-аппаратах, которые не могут обеспечить качественную информативность, как компьютерный томограф. Открытие нового КТ-кабинета позволит своевременно диагностировать тяжелые патологии от инсульта, травм до онкологических заболеваний. В ближайшее время ожидается получение санэпидзаключения, после которого кабинет компьютерной томографии полностью будет готов к работе. А в 2022 году планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбовский район. Идем далее. Муниципальная программа обеспечения молодых специалистов жильем в Нюрбинском районе реализуется успешно. Ввод благоустроенного 4-квартирного дома для молодых специалистов в Жарханском наследии стал одним из важных событий уходящего года. Стоит отметить, что строительство дома началось в этом году и завершилось в кратчайшие сроки. Застройщиком является бригада из местных строителей. Дом построен по муниципальной программе. Из бюджета района выделено более 7 миллионов рублей. Также это событие совпало с тем, что в районе уходящий год был годом образования. Отметим, хозяевами новых 4 комнат стали молодые работники местной школы, где в коллективе насчитывается 16 молодых специалистов. В завершение года образования, который мы объявили в этом году, мы сегодня открываем 4-квартирный благоустроенный дом в селе Жархан для молодых специалистов. Это мы неделю тому назад открыли такой же, по проекту такого же квартиру в селе Нюрбачан. Сегодня здесь заселяются молодые специалисты, которые работают в нашей Жарханской средней школе. Северо-Восточный федеральный университет заключил партнерские соглашения о сотрудничестве с средними школами номер 10 и номер 5 города Якутска. Планирует развитие школьников профессиональных квалификаций в сфере образования. Напомним, в декабре открыли многофункциональный экзаменационный центр независимой оценки квалификации СВФУ, где были представлены направления работы экзаменационного центра Совета профессиональных квалификаций в сфере образования. Они предполагают, во-первых, организацию и проведение независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена для учителей республики. Во-вторых, внедрение механизмов независимой внешней оценки образовательных результатов обучающихся университета. Открытие новой школы-сада на 145 мест стало предновогодним подарком для жителей села Тамалакан. Подробности в следующем материале. В Верхневилюйском улусе в селе Тамалакан прошло торжественное открытие нового здания школы-сада на 145 мест. Это первый в нашем улусе проект, в котором совместили школу и детский сад. Объект сдали под ключ, значит, всю мебель и технику тоже полностью предоставило общество с ограниченной ответственностью – строительная компания «Селим». Со своей стороны мы сделали все возможное, то есть оснащение объекта все сделано, и полностью объект построен по проекту, даже больше, можно сказать, какие-то дополнительные эти есть, одноэтажный тип строения, вот, и поэтому площадь застройки очень большой, 2500 квадратных метров. После обряда благословения гостям провели экскурсию по школе-саду. В торжественной части были награждения, а также теплые слова от ветеранов Тамалаканской школы. Главное – это учащиеся школы и воспитанники детского сада, которые очень рады и восхищены новым красивым зданием. Раньше мы учились в деревянной школе, маленькая такая была. Ну, еще смены были из-за того, что слишком маленькая школа была. Ну, здесь школа большая, светлая. Я сначала путалась, где мой класс. Еще тут есть информатика, класс информатики, там очень красиво. Наш класс тоже красивый. Пожелаем двигаться к новым знаниям, к новым открытиям. Надеемся, что новая школа-сад поспособствует успехам в обучении и развитии. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск. В этом учебном году с сентября началась Всероссийская метапредметная олимпиада среди учителей «Большая команда большой страны».
Организатором данного конкурса является Академия повышения квалификации учителей при Министерстве просвещения Российской Федерации. Команда из 4 учителей Татинского лицея победила дистанционный и региональный конкурс в республике. Победители также успешно выступили на финальном этапе в городе Москве. Это было очень даже сложно, с одной стороны, и в то же время очень интересно. Мы рады тому, что со всеми заданиями справились и достойно представили нашу республику на таком большом мероприятии. Было 75 команд из 75 регионов России. И в конце, когда мы выходили, весь зал наш аплодировал и сказали, что мы любимая команда этой Олимпиады. Специалисты Амгинского дома народного творчества имени Федота Потапова проводят для населения мастер-классы по изготовлению новогодних украшений. В этом году прошли мастер-классы по составлению новогодних и рождественских букетов, настольных елочек, настенных постеров, также по декору новогодних напитков. Помимо этого для населения работают кружки декоративно-прикладного искусства по разным направлениям. Жители Амги активно принимают участие в подобных мероприятиях. Мы традиционно перед Новым годом каждый год проводим мастер-классы для населения. В этом году провели мастер-классы по созданию композиций из нобелиса и новогодних украшений. В нашем Доме народного творчества работает клубное формирование по декоративно-прикладному искусству, где каждый желающий может заняться своим любимым делом. Предпремьерный показ музыкального спектакля «Бременские музыканты» Геннадия Гладкова состоялся на сцене Государственного театра оперы и балета. Этот вечер стал новогодним подарком для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Режиссером мюзикла является Дарья Потатурка, которая приехала в Якутию из Беларуси, где работала в Большом театре. В постановке «Бременские музыканты» заняты весь актерский состав театра. Специально для мюзикла подготовили новые декорации и костюмы. Премьера спектакля намечена на 2 января. Сегодняшний предпремьерный показ музыкального спектакля «Бременские музыканты» является подарком нашего театра и Министерства культуры Республики Саха-Якутия детям-сиротам, детям-инвалидам. И я считаю, что это важная просветительская миссия театра, когда сегодня ребенок, неважно, ребенок ли этот, испытывает ли какие-то трудности в жизни, это ребенок из обычной семьи, должен получить новогодний подарок. И вот этот новогодний подарок ребенку, этот новогодний подарок детям, это то, для чего сегодня наш театр показывает сегодняшний спектакль. Далее обзор самых заметных событий мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.